Для прохождения военной службы по контракту рассматриваются кандидаты от 18 до 59 лет. Однако в отдельных случаях учитываются и граждане до 65. Это зависит от желания самого кандидата. Желающие поступить на военную службу должны иметь не ниже 9 классов среднего образования и категорию годности к военной службе А или Б. Пока проходят отборочные мероприятия, люди готовят документы, формируем личные дела, снимаем копии документов для личных дел. И в течение дня, получается, отборочные мероприятия проходят, и документы направляются в пункт отбора на Чапалова 23. Здесь мы формируем их проект приказа по желанию кандидата, в какую часть он желает уехать и на какую должность, и мы подаем его в приказ. В одном месте кандидаты могут пройти всех нужных врачей – окулиста, хирурга, невролога, лора и терапевта. Здесь же на месте они сдают анализы и ФЛГ. Для этого есть все необходимое оборудование и даже передвижной мобильный флюорографический кабинет на базе автобуса ПАС. Организовано очень хорошие рабочие места. Значит, все медицинское оборудование тут у нас на местах. И с подключением интернета наши врачи работают в нашей медицинской информационной системе. На каждого кандидата заполняется карта медицинского осмотра. Все это потом у терапевта, врача сводится, и пакет документов с результатами обследования полностью передается на военно-врачебную комиссию. Здесь для кандидатов созданы все условия, чтобы прохождение медосмотра было максимально комфортным. И более того, тех, кто приезжает из других районов, встречают в аэропорту и довозят прямиком до центра. Претенденты, прошедшие отбор, также доставляются до аэропорта. Сами кандидаты отмечают быстроту и удобство централизованного формата отбора. Здесь прям вообще очень все в одном месте, и специалисты такие прям доброжелательные. Анализы, там все это очень быстро. Ну, как бы это понятно, для удобства, для ускорения всего этого. Это очень удобно. Как сообщили медики, весь осмотр занимает от 1 до 2 дней. Открытие центра позволило существенно ускорить процесс отбора кандидатов. Центр работает чуть больше месяца, но за это время через него уже прошли порядка 80 кандидатов. Юрий Осипов, Василий Сафронов, Григорий Охлопков, Якутск.